Приветствую всех у себя на канале. Продолжаем разбор песни Изалги Исмаилова «Безаман Дитташ». Это будет у нас практика работы с переводчиком. Так, переводим четвертый куплет. Предыдущие три куплета смотрите первую и вторую часть. Так, здесь у нас всегда будут даваться, как правило, варианты перевода глаголов, существительных. Значит, выбираем более подходящий. Вот хизыш глагол у нас тут кружа. Возьмем кружа здесь. Более уместный глагол будет, более уместный перевод. Так, Жемалин. Переводы этого слова молодости уменьшительные еще варианты. Он нам здесь не нужен. Вот это слово его написание совпадает и с глаголом задавить и гость. У нас гость. Так, сравниваем перевод. Так, стоп, сейчас проверим. Уносятся, вот так вот. Уносятся, очень далеко пролетели листья. Имеется в виду холодной осенью на своем ветру кружа уносятся, очень далеко пролетели листья. Не сами по себе они уносятся, а здесь у нас осень, в эргативном падеже ею уносятся листья. Сравниваем. Так, кто не смотрел предыдущей части, это кнопка для того, чтобы у вас в чеченских словах при переводе русских предложений на чеченский язык не было вот этих вот единиц. Они будут заменяться на малую латинскую «л». Так, сейчас постараюсь побыстрее сделать это видео, чтобы нам не растягивать еще на один куплет, на пятый. Так, проверяем. Теперь было шен мохих, это шен махих. По правильному, значит, нужно писать махих на ветру. Вернее, не то, что не по правильному, а считается, что литературно махих писать. Скажем так, это как вариант вот этого еще написания. Эталонно, как бы вот этот эталонно считается. Такое часто будет встречаться при переводе обратно чеченских фраз. Значит, русских переводов на чеченский язык могут отличаться слова. Будут даваться варианты перевода слов, которые считаются эталонными. Так, здесь программа не видит гость, это что он в классе ВУ, но мы видим зато ВУ моти сухинца молодости гость и конала и жимала молодость. Это синоним. Мы оставим здесь жимали. Хьяша дано в эргативном падеже и в именительном падеже с классом. Нам что-то интересует только именительный падеже, именительный падеж. Так, что я представляю, что я молодости гость. Ву, я есть молодости гость. Вот живу есть. Ву, отсюда убираем. Так, вот перевод наш. Так, переводим следующий куплет, пятый куплет, последний.
услуги составляем далеки. Обратно подсадить. Юханехи. Обратно. Хотя вот это, наверное, даже правильнее было бы. Юха обратно. Вот так, если юха обратно, а юханехи это как бы в обратную сторону. Оставим обратно, пускай будет. Литта. Есть еще значение этого слова копна. И также это есть, является глаголом цедить, процедить. Так, отцом, даже дегна, отцом, посаженные, посаженные, выращенные, любимые деревья. Переводим обратно. Сейчас вот этот текст вот здесь должен быть у нас, или по крайней мере похожий. Так, ушло детство. Здесь у нас вютуш согенах, вытуш согенах, а здесь получается дутуш согенах. Потому что, опять же, программа не знает, от кого идет, от чего лица идет песня. Значит, от лица мужчин у нас песня исполнялась. Значит, вытуш согенах. Если от женского лица было бы, тогда у нас вот так вот ютуш. Вытуш согенах, не шараш, юханехи. Вот как раз вариант дается обратно, слово обратно. Ну, был у нас юханехи, оставим юханехи, госуна, гранчок, казачок, гениях. Видишь, смотрите, здесь было генах, но как бы эталонно считается вот так вот во сне гениях писать. Но, как правило, все пишут и говорят генах. Не генах, вернее, смягчается г у нас вот этой кириллической палочкой. Гениях. Ну, эталонный гениях. Это тоже правильно писали. Так, отцом посаженные. Именно отец посадил. Значит, das Dögna. Тоже вариант перевода посаженный человек. Безамандитташ. Вот у нас так. Что получилось? Вот так вы будете работать с переводчиком. Все, спасибо за внимание. Пишите в комментариях, значит, что вы хотели бы, чтобы я объяснил по работе с программой и по переводу.